Всем привет, дорогие друзья! Денис, Здравствуйте. Александр, и мы в Палевицах. И здесь мы строим дом из клееного бруса. Первый строительный этап у нас уже прошел. Мы возвели стены, возвели кровлю и сейчас вовсю делаем отделку. Чистовую отделку. Чистовую отделку в доме. Видим декоративные планки по кровле. Видим всю эту красоту по стенам. Появился такой цвет прекрасный. Обратите внимание, как красиво выглядят стены. И беленый цвет. Это цвет бежево-серо-беленый. Да, вот как этот цвет назвать? Вот такой. С одной стороны белый, с другой сероватый, тогда посмотришь, бежеватый, но красивый цвет. Да, это укривистая краска очень, но при этом выделяющая текстуру дерева. Да. Сохраняющая, текстура проявляется. Сохраняющая, да. Красиво. Вот, краска очень такая хорошая, укривистая. Значит, что мы сделали? Мы приехали, первым делом оценили фронт работы, посмотрели все материалы имеющиеся, что у нас есть, с чем мы будем работать. Проверили грунты, краски, в общем, все, что у нас имеется, что у нас еще не хватает, сразу же все это заказали и приступили уже к работе. Мы, так как леса от строителей у нас остались, мы частично их демонтировали, которые нам леса мешали, что-то оставили для того, то, что нам пригодится. Определились с заказчиком, какие у нас есть дополнительные работы, какие-то, может быть, мелочи, какие-то пожелания. Нам заказчик все объяснил, что к чему, почему, как мы что делаем. Все отлично, значит, приступили к работе. Первое, что мы делали, это шпатлевание стен. Тут сейчас практически не видно какие-то, может быть, супер-пупер Я поясню. мелочи. Могут быть легкие неровности, где-то корабление, да, или сучок может выпасть, или где-то вмятинка образовалась в процессе, допустим, постройки коробки дома. Надо, чтобы было все четко. Сваленные кармашки и так далее и тому подобное. Любая неровность на стене, это все исправляется нами. Да, это любой дефект. Это так не было, это так стало. Он был, позвольте, первый слой краски был. Вот, например, вот здесь видно, что здесь маленький был сучок, настолько маленький, да, что он выпал. И вот Денис выровнял его и нанес первый слой краски. Вот он, легкий непрокрас, вот это видно. Дальше еще будет перекрашиваться. То есть мы выравниваем весь дом, чтобы он смотрелся, вообще четко. Убираем все неровности. Дальше, что мы сделали дальше? Мы убрали все недочеты, зашпатлевали, пробежались несколько раз вокруг дома, все тут просмотрели, все ли у нас готово, и приступили к шлифовке. Да. Второй этап, это у нас шлифовка, это очень ответственный этап, очень сложный, такой трудоемкая, кропотливая работа, долгая, нудная, все это шлифовать. Вопрос от подписчиков: зачем мы шлифуем древесину? Этому есть несколько объяснений. Значит, первое, мы зашпатлевали, у нас есть неровности шпатлевки. Да, убрали. Да, мы это все убираем. Есть неровности какие-то древесины, то есть при обработке древесины были неровности. Мы их тоже убираем. Грубой наждачкой мы снимаем все основное и поднимаем максимально ворс. Мелкой наждачкой дальше проходим, убираем лишний ворс поднятый, да, и более-менее заглаживаем максимально поверхность. После этого мы красим, вернее не красим, а грунтуем. Мы наносим грунт. Ворс поднят, и мы наносим на поднятый ворс грунт, для того, чтобы была максимальная впитываемость к материалу. И грунтовка впитывается. Это если ее нанести на нешлифованную доску, она скатается. На шлифованной она не скатывается. То есть при нанесении краски. И шлифованная она не липнет, к строганной просто. То есть, как итог, лучшее нанесение потом лакокрасочного покрытия равномерного уже идет на древесину. Это впитываемость материала, это большее сцепление грунта с материалом, а потом уже краска к грунту. Это именно такой момент. Это плюс, что она в дальнейшем просто не будет отколупливаться вместе с грунтом, она потом у вас не отойдет. Это плюс. Да.
А грунт, долговечность. Один раз покрасили, сделали и на долгие-долгие годы забыли, благодаря вот такой кропотливой работе. А грунт, в свою очередь, он выравнивает впитываемость материала. Так как у нас есть сучки, уплотнения всякие различные, да? Впитываемость абсолютно разная. Где-то она впитывается больше, где-то меньше. Нанесение грунта выравнивает эту самую впитываемость, и краска ложится намного лучше. Посмотрите, первый слой, да, и практически никаких пятен. Я сейчас поясню. Дело в том, что, видите, кольца-то по-разному годичные идут, да, и по сути плотность материалов, она разная, и впитываемость тоже разная. Да. И благодаря тому, что вот ты говоришь, грунтовкой прошли, то есть подготовили основание, вот это лакокрасочное покрытие, оно равномерно легло. Круто, круто. Да. Идем в дом дальше смотреть. Чисто вот эстетика, да, и сама приятность материала. Вот клееный брус. Он и красив, и вообще вот заводской. Вот шлифованный торец, он будет покрыт специальным составом для торцов. Это именно будет герметик для торца. Он тоже в цвет. Ну, круто. Вот мы уже в доме. Денис, давай. И у нас только старт работы. Хотим вам тоже об этом показать. И вот внутренняя скрытая работа, да, как мы ее сделали, как четко натянули снизу. Многие лаги вот так обходят. Не хотят? Ну да, это вот чревато последствиями. Да, вообще. а вот и это чревато. Да. То есть эта технология грамотная, правильная. Это правильно. Когда не обходим вот так вот по-грубому и нет сминаемости, заломов, заломов здесь, а снизу она натягивается вот эта. Вот эта пленка ветровлагозащитная, чтобы снизу никакого воздействия на утеплитель не было, который будет укладываться сюда. И хочу обратить внимание, здесь просвет есть, видно, что там сетка. Установлена сетка от грызунов. Проклеена вся пленочка у нас. Да, кстати, обратите отсюда внимание. не увидно. Ну, это видно. Там эмелькой. Да не, видно, там, вот я там упираюсь. эмелечка, да. Посмотрите, вот рука идет, оп, уперлась. То есть пленки между собой мы проклеиваем специальными лентами. И проклейка между собой идет, а также по периметру, чтобы все было максимально герметично, чтобы снизу никакая влага, которая идет с земли, не проникала в утеплитель и его не разрушала. И здесь еще пойдет пленка. Ну и ветром, чтобы не выдувало еще. Да, можем отметить заводской торец, да, какой он был. И как, Денис, вы там с кайфом шлифанули. Вот где, вот здесь рукой неприятно даже проводить. Что он там в специальном защитном герметике, но тем не менее, он нет, и ни эстетики нету, ни изящества, ни красоты. А вот там вот, с внешней стороны, как вы шлифанули, это сказка. Это круто, мне нравится. Еще раз, господа, оцените красоту дома, это готовый, все-таки чистовой материал. Это премиальный материал, очень красивый, не требующий внутренней отделки. То есть, как вы видели, по внешней стороне Денис шлифанул, грунтанул, покрасил в один слой пока. А здесь будет то же самое в дальнейшем, такие же работы производиться, но уже посмотрите, какая красота. То есть тут можно даже сделать нечто бесцветное. Очень красиво. Да. И в этом доме можно жить. Это дом для жизни, да. Очень красиво. Смотрится шикарно. Бомба. Даже вот пока еще он даже не сделан, но уже смотрится. Для всех, кто ценит дерево, экологичные материалы. Да. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом уже вашей мечты, из обычного бруса, из строганного, профилированного или клееного, с радостью обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. С радостью проконсультируемся, расскажем все, покажем, посчитаем. То есть вы будете всем довольны. Будем рады и вам построить дом вашей мечты. Встречаемся на консультации. Пока-пока. Пока-пока.